Прежде всего скажу, что это не, по сути, это не новая статья. Это статья клевета, она в Уголовном кодексе у нас и раньше была, то есть на сегодняшний день она уже действует. Мы добавили, получается, именно в том аспекте, что теперь уже клевета в социальной сети интернет также, соответственно, является клеветой. Если раньше мы говорили о средствах массовой информации, то теперь уже и в интернете тоже. Это нововведение предлагалось не депутатами. Это нововведение к нам пришло, то есть сам проект закона пришел из администрации президента. Но, насколько я знаю, это Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел. Они по большей части работали над данным законопроектом. И уже, соответственно, администрация президента тоже. И вот уже через администрацию президента, получается, президент воспользовался правом своей законодательной инициативы и адресовал нам данный проект. Вот мы его рассматривали. Проект был на самом деле объемный, и изменения именно в эту статью о клевете, это лишь небольшая часть данного проекта. Но вот именно вот в этом направлении сегодня, как вы видели, депутаты парламента поддержали администрацию президента, поддержали Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел и проголосовали, соответственно, за. Как депутаты вообще изначально расценили этот законопроект и как он вяжется там с различными гражданскими свободами? Изначально вообще именно, вы говорите именно об этой норме данного законопроекта? То, что касается социальных сетей, да. Интернета, да. Все, что касается интернета, да. Изначально в подавляющем большинстве своем депутаты были не против, поскольку действующая редакция, она позволяла уйти от ответственности очень многим людям, которые занимались клеветой непосредственно в сети интернет. Да, и как бы в целом в парламенте я не могу назвать, наверное, что мнение было единодушным, но в большинстве своем все придерживались такой точки зрения, что в том числе и в интернете с этим явлением необходимо бороться. А какой опыт других стран, вот как юрист, вы могли бы нам рассказать в этом отношении, в отношении именно интернета? Разный опыт. Во многих странах вообще пытаются клевету именно декриминализировать, то есть чтобы она рассматривалась только в части иной ответственности, там гражданско-правовой, например, да? Но большое количество стран имеют данную статью в качестве уголовной. Я опять же повторяю, что это не статья клевета, это не наше нововведение. Мы сегодня, получается, лишь добавили именно интернет как площадку для возможных каких-либо клеветнических действий. Как вы видите, как будет работать эта статья, вот эта норма, эти нормы, вернее, измененные в случае с Абхазией? Это не только, наверное, в случае в Абхазии, но вообще клевета – это очень трудно доказуемая статья, потому что здесь обязательно должно присутствовать именно заведомо ложное сообщение о каком-либо событии. То есть, да, органам следствия необходимо будет доказывать, что лицо, обвиняемое в клевете, оно действовало, зная о том, что данная информация недостоверна, и при этом эта информация оскорбляет, унижает, допустим, честь, достоинство или какие-то профессиональные деловые качества человека. То есть я так скажу, что и в Абхазии, в том числе и в других государствах, для того, чтобы доказать клевету, органам следствия нужно провести очень серьезную работу. В Абхазии, например, насколько я знаю, за все это время, может быть, 1-2 дела всего лишь, когда клевета была доказана. А в остальном то, что она очень трудно доказуема, приводит к тому, что и, собственно, сама статья заводится крайне редко. Несмотря на то, что, да, оскорблений много, обвинений в каких-либо действиях, да, незаконных или аморальных, их тоже много в той же социальной сети интернет, и не только, и в средствах массовой информации встречается, но на самом деле очень редко
когда люди обращаются именно к такому формату наказания для нарушителя. Вы неоднократно говорили, что это очень трудно доказуемое преступление, да, как сейчас квалифицировано. В чем сложности, в чем трудности? Нет, трудность в том, что очень тяжело доказать то, что человек, допустим, заявляя какую-либо ложь, действовал осознанно, что он действительно знал, что это ложь. Но это фактически очень тяжело доказать. Здесь нужно, чтобы, в моем понимании, здесь нужно, чтобы были свидетели, либо какие-либо иные факты, которые позволяют доказать ситуацию в том ключе, что человек, распространяя эту ложь, знал, что она ложь, а не просто находился в неведении или, например, просто думал, что это правда. Так ведь бывает, что мы распространяем какую-то информацию, считая, что, возможно, она правда. То есть в этой ситуации мы под клевету, например, не будем подходить. Но если мы знаем, что то, что мы говорим, ложь, и намеренно говорим ее для того, чтобы опорочить какого-либо человека, вот это уже конкретно клевета. Ну, вообще-то странно звучит, да, вот в том плане, что мы как-то даже знаем такую пословицу, как незнание не освобождает от ответственности, и вот что с этим быть? Любой же человек сможет сказать, что я не знал. Я думал, что это так. В том-то и дело, именно в этом и состоит сложность доказывания клеветы. Это мировая практика. Если бы, понимаете, если бы администрация президента пошла бы по тому пути, что просто, допустим, ложные сведения должны считаться клеветой, естественно, мы бы не поддержали бы, потому что это, соответственно, уже не клевета. Человек может просто ошибаться, может не знать, может обладать неверной информацией. Но когда человек, зная, что он распространяет ложь, распространяет ее и порочит честь и достоинство другого человека, на мой взгляд, такие поступки, особенно в нашем обществе, они должны наказываться сурово. И, честно говоря, мы же понимаем, как в нашем обществе реагируют на подобные обвинения. И лучше, если государство приложит максимум усилий для того, чтобы минимизировать возможные вот такие вот, как лживые высказывания с одной стороны, так и жесткие ответные действия с другой стороны. Угу. Как здесь по закону будет разграничиваться клевета, критика, какое-то нелицеприятное высказывание, эмоциональное и так далее? Нет, не надо путать оскорбление и клевету. То есть совершенно разные вещи. Если человек просто оскорбляет другого человека, это совершенно другая статья, но к клевете не имеет никакого отношения. А что касается критики? Нет, критика – это критика. Тут никак не... Вот смотрите, условно вы критикуете меня как депутата, да? Допустим. Если вы говорите, что я плохо справляюсь со своими обязанностями, да, то есть это всего лишь критика. Здесь это ваше оценочное суждение. Здесь нет состава клеветы. Если вы говорите, что я там кого-то убил, там что-то украл, да, что вот если вы это говорите осознанно, зная, что это неправда, вот это клевета. То есть есть ваше оценочное суждение, а есть, когда вы меня обвиняете в каком-либо конкретном действии. То есть это совершенно разные вещи, и не стоит их рассматривать в качестве идентичных. Не будет ли это первым шагом в, скажем так, в направлении того, чтобы принять закон об оскорблении власти, например, вести регистрацию по паспортным данным при входе в интернет и так далее? Кстати, по паспортным данным по входе в интернет это, может быть, как раз и повлечет за собой вот эта статья? Было, я бы, если честно, вообще в таком ключе не рассматривал, чтобы вы понимали, мы в первом чтении этот проект принимали еще прошлым летом. То есть, да, никакого давления в этом плане я не чувствовал за все это время, и даже намеков на это не было, чтобы там исполнительной власти, государству в целом необходимо было как-то в этом отношении работать. В любом случае, подобные проекты, если они появятся, они попадут к нам. И я, например, могу сказать, что очень сильно сомневаюсь, что они получат какое-либо одобрение с нашей стороны.